годы. Кажется, что это было очень давно, когда вы робко и неуверенно вошли в 1 класс. Тогда для вас было все впервые. И учительница, и первый звонок, и первое прочитанное слово первой радости и огорчения. Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как маму за руку вас в школу привели, взволнованно назвали новым словом «школьники», и вы навстречу знаниям пошли. Это все уже в прошлом. Сегодня для вас прозвучит последний школьный звонок. Вы с грустью оглянетесь на прожитые школьные годы, подарившие вам много хорошего, сделавшие вас умнее и добрее. Слово предоставляется директору школы Сивкову Анатолию Николаевичу. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые гости, коллеги, а самое главное, виновники нашего сегодняшнего торжества. 33-й выпуск. Вроде пора бы и привыкать к хорошим словам, но какое-то волнение внутреннее все равно побуждает. Разрешите открыть нашу торжественную линейку, посвященную последнему звонку. Сегодня перед нами стоят зрелые девушки, юноши, прошедшие десятилетний путь школьной тропинки. От первого учителя, от первого воспитателя до учителей, профессионалов, специалистов, которые дали вам все для дальнейшей жизни. Конечно, много хорошего оставилось в это время. Были первыми помощниками своих учителей, и особенно классных руководителей. 11 класса Березюк Александра Федоровна, 11 Прокопия Андрея Николаевича и до 9 класса Сабаева Нина Ивановна. Были плохие дни, темная полоса, но мне кажется, в ваших сердцах останутся больше то хорошее, то, что вы оставили в стенах этой школы. Конечно, проблем было очень много, но ради чего вы собирались, ради чего вы встречались, это садили за парты для того, чтобы получить и решить самую главную проблему, получить знания для того, чтобы дальше в жизни, той длинной жизни дороги, было вам гораздо легче. Все хорошее остается в сердцах учителей. И сегодня, конечно, среди нас, которые вы все присутствуете, это 34 выпускника. Хочу отметить активистов, участников олимпиад, спортсменов, которые неоднократно участвовали на районных школьных соревнованиях. Рочева Маша, Шерифанова Таня, Туркин Эдди, Жарова Татьяна, Прогуленко Нелли, Ванюкова Люда, Волошин Саша, Змеюк Сережа. Ну, спортсменов, конечно, хотелось бы отметить особо. Пименова Оля, Забоев Павел, Попова Аня. Особо хочу отметить и выразить благодарность учителям, предметникам, Жижеву Валентину Вячеславовну, Сабаеву Нину Ивановну, Витошкину Галину Афанасьевну, Погуляеву Надежду Герину, Березюк Александру Федоровну, Попову Нину Константиновну, да, в принципе, всем учителям, которые учили уму-разуму наших сегодняшних виновников торжества. Особо хочу отметить, конечно, где не обошлось за это время долгой жизни школьных десятилетней, это наших главных воспитателей, родителей. Сегодня можно отметить и наших прямых участников, потому что книга является основным знанием. Конечно, и наших библиотекарей. Уже на пенсии Елена Ивановна Власова, ныне работающая Суханова Светлана Альбертовна, и, пользуясь вот этой возможностью, поздравить их с профессиональным праздником 27 мая. Ну, а что, в общем-то, всех вас интересует, конечно, завершение школы. Все учащиеся 3-4 были рассмотрены на итоговом педагогическом совете. Ну, не обходится без проблем. Сегодня, пользуясь хотя бы вот той этической обстановкой, праздничной обстановкой, я просто назову. Из 34 допущенных к экзаменам только 30. Остальным 4, значит, им дается возможность
до 30 мая исправить, ну и, конечно, предоставить всю свою возможность. Ни бука вам, ни пера на экзаменах, счастливых вам билетов, добрых, главных экзаменаторов. Спасибо. Выпуске 30. Слово вам, выпускники. Ходим мы из школы, из космоса, помним было свято, как нос святом хвалим. Прости, прощай, родная школа, прости, прощай, родной мой класс. Прости же, папа, самая последняя, пришлась ты мне порой в самый раз. И вот последний звонок, и мы, подводя итоги пройденному пути, дорогу с тобой возьмем, друзей нам наряжи. Героев любимых книг пусть рядом с нами идут, они нам не солгут. Мы выстоим с ними в беде, счастье найдем в труде. Эти строки посвящаются преподавателю театрального кружка профиль Илья Калинин. Нашим первым учителям были Карачева Елена Петровна и Бальцева Надежда Ивановна. Мы хотим сказать им спасибо и выразить поклонность.
выпускники, к вам пришли поздравить вас ваши юные друзья. Это наши первоклашки. Пожалуйста, первоклассники. Привет, дорогих выпускников, всех знакомых и серьезных и веселых. Помните, что урок веселый, что каждый день честно. Когда пришли к испытанию в школу, самый лучший первый класс. Как встретил у двери учитель, ваш верный друг на много лет. Шумная семья большая, подруга многих не друзей. Сидят за партой осторожно, чтобы скоро помню не искать, не повторить свои ошибки. Чувствую тетрадь, только в школу расходились, да за партой рассиделись, да в тетрадке расписались. Перемены рассудили, друг звонок последний, друг на вас послушал. Сегодня закончится последний урок, последний финиш на линейке зонов. Но где бы ты ни был, куда бы ни шел, каких бы ты новых приключений нашел, на речке в Колжевске, помнишь, в школе. Поддерживают друг друга крепко, я у вас не без вами надо, друга переходим проживать. Как положено, друзья, все мы делим пополам. И дождинки, и снежинки, пополам, 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 как положено, друзья. Все мы делим пополам. И снежинки, и снежинки, пополам, 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 как положено, друзья. Все мы делим пополам. Приключения, огорчения, пополам, 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 как положено, друзья. Все мы делим пополам. Даже песню делим честно, пополам, 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 пополам. Даже песню делим честно, пополам, 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 пополам. Нам осталось лишь дождаться, какое стать тем, кто здесь через 10 лет учился. Под воздушку вы вставали, в школу вовремя бежали, чтобы дороги приносились, нигде не заблудились. И еще один совет. Нашу школу берегите и учителей любите. А не то, что зайдем, мигом уж не уйдем. Милые, сердечные, хорошие, добрые мои учителя. Здесь мы прощаемся за школу, с вами только не прощаюсь я. Спасибо за то, что вы нас учили, так травить нам были по часу. За все, за то, чему нас научили, за все, что сделано для нас. С каждым днем ваши уроки с собой дорогу возьмем, ступая мир широкий. Нас учили, как писать красиво, как решать задачи, как связь, себя, спокойно, четко, понимать, каждый ученик. Нам было вспоминать, не тая улыбки, возвращали нам читать, не было ошибки. Были бы огорчены, когда вся это писать были бы тоже глубокие. Вас и встречаем вас. Большое спасибо тому, кто сегодня живет для нас. Какие слова Господь, чтобы сказать, что мы очень благодарны, мы очень
Всем учителям, мы не кланяемся вам. Директор, мудрый, милый, добрый, классный учителя. Вы умели всех прощать, нас любили бестолковые, из-за этого вам готовы через несколько годков наших дочек и сынков привести с первым классом подарок. Вам мы скажем не в укор, добрым другом с данных пор, не спрягаемый наш класс, про себя считает вас. Надежда Георгиевна, предмет ужасно важный. Это понимает каждый. Изучаем все подряд, человека и котят, и цветочки, и травинки, степи, пестики, печинки. Наш компьютерный магистр, брат Сергей Регистр. Ваш таинственный предмет на любой вопрос ответ. Девчата экономно будем жить, сами будем шить, кроить, любую вещь попробуем, сами будем носить. Как бы всех создать, быстрее расчитать, все удар связать, все легко, это мой Те, кто рядом с нами был, нас любил, растил, кормил, подставлял на путь подчас, наш 11 класс от души благодарит, всем спасибо говорит. Девочки,
как матерям за все спасибо. Светлее рядом с вами жить, и знаем поздно или рано. Иное можно позабыть, но позабыть про вас нельзя. Слово предоставляется классным руководителям. Так, ну что ж, настал вот главный момент вашей жизни. Я считаю, что это, наверное, очень важный рубеж. И впереди вы перешагиваете сейчас из детства, то неизведанное. Стоите вы такие нарядные, красивые, самое главное, так вас много, так красиво выглядите. И счастье озаряет вот каждого из вас, просто светитесь этим. Поэтому сразу же пожеланию. Хотелось бы, чтобы когда я вас встречу или другие учителя, вот так же счастливо вы выглядели. Пусть не всегда, но все-таки, когда встретишь, видишь, что в глазах ваших есть какое-то счастье. И вам предстоит все-таки открыть калитку своего родного дома, чтобы выйти в вот этот очень трудный большой мир. Поэтому, мне кажется, как только откроете калитку, пусть сопутствует вам удача во всем. На долгую большую жизнь. Потому что вы уходите все-таки не только из родной школы, но будучи не из родного дома. И это самое главное, мне кажется, найти, устроить свою судьбу сейчас. Поступить, но остальное все так же, конечно, желаю. И спасибо еще, конечно, 11 классу, что все-таки вы у меня есть. Есть что вспоминать, есть о ком грустить, есть о ком подумать. Вы у меня были все эти годы, тем более я знаю вас с малышского возраста, чуть ли не садика некоторые знаю слишком хорошо. И все столько лет уже не вычеркнешь из жизни. Спасибо еще раз. Ну, в такие минуты вообще-то говорить очень трудно. Даже сразу же простите за сумбур. Но в первую очередь я вам пожелаю, чтобы вы хорошо сдали экзамены. Ну, а потом все-таки, несмотря ни на что, счастье в личной жизни. И никогда не унывайте. Может быть, не всегда сразу все получится. Значит, что? Вот самое главное, я хочу сказать, чтобы не падать духом. Всегда держать голову высоко, но не задирать. И удачи вам всегда. Всегда и везде, да. Ну, в общем-то, не падайте духом. Главное, и спасибо. Все-таки это для вас очень волнующий момент. Даже вот и не замечаешь, как время быстро проходит. Хоть вы уже закончили, взрослые, недавно еще были маленькие. Мы будем надеяться, что уже ваши дети потом будут приходить к нам. Так что мы не будем с вами, как говорится, навсегда прощаться. Всего хорошего. Дорогие, милые, родные, дети наши все равно, хоть вы и взрослые. Поздравляю вас, ваших родителей, учителей с этим торжественным праздником. Хочу, чтобы у всех у вас были счастливые судьбы. И свои пожелания я хочу выразить вот таким шуточным, математическим немножко стихотворением. Учила честно 3 дня, но буду подглядывать. Не обижайтесь на меня. Да, научись встречать беду не плача, горький миг. Не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах и слабеет, если скор успех. Мудрость обретаю в трудном споре, предначертан путь нелегкий твой. Синусоиды радости и горя. Знаете, что такое синусоида? Туда-сюда. И не вверх, взмывающий кривой. Я хочу вам пожелать сейчас удачи на экзаменах, пока на этих. Но а на выпускном бале пожелаем мы вам дальше удачи. Счастливо вам. Добрый путь. Я тоже хочу сказать вам напутствующее слово. Хочу начать вот с чего.
Вы очень хорошие детки, опрятны, прилежны, скромны и учитесь не для отметки. Вам прочные знания нужны. За партами вы не болтали, друг другу записки не слали, сомнительных книг не читали и жвачку тайком не жрали. У вас нету ни капельки дури, ни в чем вас нельзя упрекнуть. Коль глазки покрепче зажмурить и ушки покрепче заткнуть. А еще хочу сказать вот что. В жизни по-разному можно жить. В горести жить и в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. А можно и так, на рассвете встать и, помышляя о чуде, с неба палящее солнце достать и подарить его людям. Каким вам быть, решать вам самим. А самое главное, помните, какими бы вы ни были, вас всегда будут ждать в этой школе все ваши учителя. Ну, я сейчас скажу пару слов напоследних. Если честно, мне с вами, ребята, жалко расставаться. У вас спортивный класс, спортивные классы. С вами не раз выезжали на районные соревнования, где выигрывали. Где выигрывали эти районные соревнования. Хочу особо отметить Волошина Сашу, который выступал в этом году 2 раза, выезжал на Агире, где занял призовое 3 место. И по теннису 1 место заняли с Волошин Саша, тоже выступал. И девушки наши, 2 Тани Моторин Шелепановы, тоже часто выезжали на районные соревнования по баскетболу. Спасибо вам большое за это. Особую благодарность выражает спорткомитет Коткаровского района, где директор Михайлов Иван Александрович, за особые заслуги перед школой и перед районом. Награждается Змеев Сергей Николаевич, выпускник 1998 года, за активное участие в спортивной жизни школы и высокие спортивные результаты, который защищал честь школы много раз и честь района на республике. Сергей. Так, ну, конечно, сегодня очень много различных пожеланий, очень много хочется вам самим. Прежде всего, это сдать экзамены, наверное, всем вам хочется. Хороший аттестат получить, поступить в учебное заведение, то, какое вы сами хотите, и много-много другое. И сегодня для вас сюрприз. Сегодня вы узнаете, сбудутся ваши желания или не сбудутся. Многие желания я знаю ваши, но теперь посмотрите, сбудутся они или нет. Предсказательницы цыганки. Все вам расскажем, все вам предскажем. Мы ведь цыганки врать не умеем. Все вы хотите в институт поступить? Поступите, если не будете ни пить, ни курить. Саша, Толя, Ваня, Таня, Люда, Аня, Лена. Готова судьба вам и любовь подарить. Начальники будут вас сильно хвалить, если не будете ни пить, ни курить. А вот здесь я вижу новоселье. Большие окна, ванна, газ, антенна, лифты, отопление. Ну, словом, с новосельем вас, Таня и Люда. Примите наши поздравления. Чтобы секрет вам открою не тая, туннелем будет жить в Европе. В землях Амазонки. Не по душе качественная судьба. Ну, в общем, сбудутся все ваши пожелания. И аттестат ваш же будет без строя. Экзамены сдадите все успешно, лишь бы было желание и умение. Пусть светлым и счастливым будет ваш путь. Нас учил быть стойким и правдивым, учил трудиться, не жалея сил. Учитель наш, земной поклон тебе, за все за то, чему нас научил, за честный труд, за подвиги сравнить.
за жизнь твою, которая ждет покой, за ученичество, счастливейшие дни, учителя, сними погоду. Сегодня мы спасибо говорим, конечно, родителям своим. Заботы и внимание и терпение, которые помогают нам всегда. Вам и вам, добрый наш. Вам хотим спасибо сказать за заботу, за то, что вы с нами все готовы экзамен сдать. Мы из класса в класс переходили, набирали знания и росли. Все, чему мы в школе научили, все слышали, вы нам помогли. Ты был по-прежнему, обязательно помни о том, что всегда с любовью и нежностью тебя встретит родительский дом. Поклонись до земли своей матери, и отсюда земли поклонись. Мы пред ними в долгу не оплачено, помни свято об этом всю жизнь. Слово предоставляется родителям. Трудная миссия, конечно, но пару слов можно сказать. Знаю я этих детей почти всех с ясельного возраста, поэтому мне особо трудно. Росли они очень хорошими, дружными ребятами. Конечно, очень жаль, что пролетели так быстро эти годы. Хотелось бы еще видеть их по эту сторону. Ну что ж, хочется пожелать вам всего-всего самого наилучшего. Терпения сейчас перед экзаменами. Хороших вам успехов в сдаче экзамена. Дальнейшую судьбу свою строить. Все трудности, конечно, у вас еще впереди, но я надеюсь, что вы с ними справитесь. Вы очень серьезные ребята, умные довольно-таки. Я думаю, что вы справитесь. Но особо, конечно, спасибо хочется сказать учителям вашим, которые, не жалея ни сил своих, ни здоровья, отдали вам все, что могли. Большое вам спасибо. Еще желающие есть родители? Уважаемые товарищи, дорогие выпускники, уважаемые учителя, я присоединяюсь полностью от лица родителей к сказанным словам Екатерины Петровны. Хочу поздравить вас всех с этим грустным и светлым праздником, с днем последнего звонка. Хочу пожелать вам успехов, дорогие выпускники, чтобы вы сдали успешные экзамены и достигли в жизни всего, чего бы вы хотели. Особую признательность от имени лица родителей хочу еще раз высказать нашим дорогим учителям. 10 лет назад мы привели наших маленьких ребятишек в нашу родную Подтыбовскую среднюю. Вы дали им знания, воспитали, дорогие товарищи учителя, дали им часть своего душевного тепла и энергии. Сегодня мы видим перед нами прекрасные плоды вашего плодородного труда. Многие из нас, родителей, являются выпускниками тоже нашей школы. И очень бы нам хотелось, чтобы вы, товарищи учителя, по возможности обучили не только всех наших детей, но и наших внуков. Дорогие товарищи учителя, спасибо вам большое и низкий вам родительский поклон. Приглашая нас
Этот день, когда мы завершаем свой последний, самый грустный год, с большим волнением ожидаем, польется слезами. Нет, хоть мы со школой расстаемся, места нет для грусти и тоски. Все равно мы сердцем остаемся возле школьной парты и доски. Когда тебе всего 17, доставшись ученической скамьей, бывает трудно разобраться, куда идти дорогой какой. И первый путь понять будет трудный, чтобы извернуть тропинком боковых, будет для тебя не будет стоить для тебя посуду, речка миллионов пройдите. Еще сдавать последние экзамены. О чем мечтали мы, пусть сбудется. Лишь детство повернуть сможет заново, как первый вальс со мной позабудется. Никуда не деться, годы не вернуть, покидает детство всех когда-нибудь. Парта школьная мне снится, из задачников страница, помню всех учителей до одного. И кричит о чем-то звонко, рановатая девчонка из безоблачного детства моего. Если приглядеться, мы всегда спешим. Каждый хочет в детстве стать скорее большим. Парта школьная мне снится, из задачников страница, помню всех учителей до дом. Парта школьная мне снится, из задачников страница, помню всех учителей до одного. И кричит о чем-то звонко, рановатая девчонка из безоблачного детства моего. И кричит о чем-то звонко, рановатая девчонка из безоблачного детства моего. Помнить о детстве подход к контакту, записывать главы, досмотренный свет. Уже не надеюсь на чьи-то подсказки, вы сами решать задачи должны. И каждая дорога окажется гладкой, не все испытания будут легкие. Лежит перед нами, как тетрадь, в которой пока еще нет страниц. Винить на прошедших и настоящих, на тем, что сберег или что не сберег, винить от наследства твоих уходящих, печали, прощальных, последних звонков. Вот наступил тот час, и прозвенит звонок, последний незабываемый. Весна. Весна — пора любви, пора цветения и веселья, пора бурления в крови и перемены настроения. Такой ответственный момент, ведь ты почти абитуриент. Стоит вопрос, куда и как, и это вовсе не пустяк. Вопрос готов, а где же ответ? Мы желаем вам дороги, друга верного найти, чтобы вместе сквозь тревоги и опасности идти. Мы желаем, чтобы с вами людям было веселей, чтобы добрыми глазами вы смотрели на людей. Чтобы были справедливы и в вершениях, и в делах. К людям будьте добры вы, люди будут к вам добры. Ну что ж, наступил момент, и сейчас наши первоклассники дадут нам последний школьный звонок.